Напоминаем, что с 1 января этого года в России работает программа долгосрочных сбережений, или как ее еще называют, ПДС. ПДС. Все правильно? С башкирским, так скажем, акцентом. Давайте подробнее поговорим об этом. Что это такое, да, как эта программа позволит вам накопить больше за короткий срок, хотя, возможно, не совсем короткий срок, это тоже сейчас уточним у нашей гости. Директор департамента финансовой грамотности Финцентра Республики Башкортостан Гульназ Абзарова у нас в гостях, наш добрый друг. Здравствуйте. Доброе утро. Так, программа долгосрочных сбережений. Что это такое, как она внедряется и в чем ее, собственно, суть? Ну, давайте встречный вопрос. Вы сами когда-то, вот все уши, Юля, задумывались о том, какой у вас будет доход на пенсию, на какие деньги вы будете жить на пенсии? Вообще, я задумался о том, что дожить до пенсии в целом. Вообще хорошо, да? Это ее постоянно что-то 5 лет, потом. Ну, если честно, есть программа какая-то, куда перечисляются проценты с моей зарплаты. И я думаю, что как бы вот благодаря этому я на пенсии буду что-то получать. Ну, а вот, что, не знаю. Вот, ровно для того, чтобы, наверное, вы задумались и уже приступили к каким-то конкретным действиям, государство предусмотрело такую программу, чтобы вы могли самостоятельно, добровольно начать такие накопления, которые могут быть для вас дополнительной поддержкой на пенсии. То есть, я еще раз подчеркну, это абсолютно добровольная история, но она особенно, наверное, будет важна для тех, кто планирует свою пенсию, но и, может быть, даже не обязательно пенсию, потому что эти накопления, их можно использовать по истечению срока определенного. То есть какая история? История такая, что вы начинаете копить. Как накапливаются эти деньги? Эти деньги накапливаются 3 способами одновременно. То есть вашими вложениями, ежемесячными или, может быть, даже с меньшей периодичностью. И эти деньги еще дополнительно премирует государство. То есть из бюджета дополняются какие-то суммы. Любая сумма или есть какой-то минимум, который минимум должен вложить? 2000 в год. Это минимум 2000 в год. То есть это, да, ну, это абсолютно, это абсолютно небольшая сумма. Но рекомендуется, вообще, конечно, моя личная рекомендация, 3000 в месяц откладывать хотя бы. Я потом объясню, почему. Затем эти деньги еще, те, которые вы выносите, то есть к ним добавляется государственная премия, плюс они еще инвестируются самим фондом, в который вы, в общем-то, эти деньги и накапливаете. Негосударственные пенсионные фонды являются главными, собственно, главными структурами, которые участвуют в этой программе, программа долгосрочных сбережений. Сразу поступает 2 вопроса. Какая премия от государства, то есть идет? Да? Ну, грубо говоря, как вы сказали, 3000 положил. Сколько, получается, сверху доплачивает государство? Здесь есть условия, которые зависят от уровня вашего дохода. Если вы получаете до 80 тысяч, тогда государство премирует эту сумму 1 к 1 до 36 тысяч рублей в год. То есть если вы внесли 36 тысяч рублей в год, равными долями или разными, государство сверху в течение 3 лет подряд будет дополнять 1 к 1. Если это больше 80 тысяч, то к 1 рублю 50 копеек будет добавлять государство. Так, а если зарплата 15 тысяч? Это меньше, чем 80. Это меньше, чем 80. Государство посмотрит, как он вообще живет. Кстати, а нужно подавать информацию о своей заработной плате или все там автоматически? Да, это государство само уже знает за вас через налоговую службу. Причем тут не только зарплатный доход, тут имеется в виду весь совокупный доход. Это тоже нужно иметь в виду. И если у вас доход превышает 150 тысяч, там уже, конечно, тоже уже другая градация, 4 к 1. Поэтому нужно иметь в виду. То есть вы накапливаете сами. Пенсионный, негосударственный пенсионный фонд еще инвестирует эти накопленные средства. Государство добавляет к этим деньгам свою премию. Ну и дополнительно вы еще можете на вот этот свой накопительный счет перевести ваши, если вы помните, замороженная накопленная пенсия. Была, помните, с 2002 по 2014 год все, кто работал официально, у тех была накопительная пенсия сформировалась. В 2014 году она заморозилась, и некоторые из людей перевели в негосударственные пенсионные фонды, и они сейчас инвестируются, также накапливаются, увеличиваются в объеме. А некоторые остались так называемыми молчунами, и их эти замороженные накопления, ну, как сказать, замороженные в 2014 году, они остались в Пенсионном фонде России, сейчас они называют социальный фонд. И неизменны. Что? Они неизменны, получается? Нет, они инвестируются и на самом деле увеличиваются в объеме. И вот эти деньги тоже можно дополнить, добавить, перевести в свой счет ПДС, программу долгосрочных сбережений, таким образом увеличить доходную часть. А как перевести свои вот эти пенсионные накопления в ПДС?
Вот те деньги, которые у вас накопились с 2002 по 2014 год и инвестировались, вот последние, получается, 10 лет, они могут находиться либо в негосударственном пенсионном фонде, либо оставаться в социальном фонде, бывший Пенсионный фонд России. Как это узнать? Вы можете это узнать через госуслуги, то есть вы входите в кабинет, и там по соответствующим вкладкам вы узнаете, где ваши накопления. Но это, на самом деле, ваше собственное решение в свое время было. После того, как вы узнали, вы можете оставаться либо в том же негосударственном пенсионном фонде, либо выбрать какой-то выгодный, на ваш взгляд, потому что у НПФ условия все-таки различаются. Где-то может быть для вас выгоднее, где-то нет. И вы эти деньги переводите или оставляете там же, но просто переходите в программу долгосрочных сбережений. И тут важно отметить, что мы в итоге получаем, да? Когда мы эти деньги получим. Эти деньги получают, те, кто накапливает, получают при достижении двух условий. Либо это 15 лет, потому что это минимальный срок накопления, либо при достижении пенсионного возраста. И вот когда вы получаете одно из этих условий, там дальше тоже есть выбор у человека, который накапливал. Он либо получает эти деньги единовременно, все накопленное вместе с инвест-доходом, вместе с тем, что добавило государство, то есть вместе с накопленным пенсионными накоплениями, он все получает единовременно. Либо он может их получить равными долями ежемесячно, как дополнение в течение нескольких лет. Этот период тоже негосударственный пенсионный фонд сам вам в условиях пропишет. Это может быть 5 лет, 10 или даже 15. Либо это можно все, так сказать, размазать на долгий срок, такой средний срок 22 года, то есть это, в принципе, весь период нахождения на пенсии, примерно. Ого, на пенсии мы 20 лет, да? А вот человек откладывает, да, и это очень такой, мне кажется, актуально. А если человека не стало? Эти деньги как бы... Это очень важный вопрос. Да. Еще одно преимущество программ долгосрочных сбережений, что они все наследуются. Даже в период, когда уже вы перешли на период выплат, даже в это время они могут наследоваться. Поэтому, особенно для молчунов, у которых накопительная часть пенсии сейчас лежит в Пенсионном фонде России, который сейчас называется социальный фонд, это важно переводить эти деньги либо в НПФ, либо в ПДС, чтобы эти деньги наследовались. Деньги, еще важно отметить, можно взять досрочно. То есть не ждать 15 лет или не ждать наступления пенсии. Есть определенные жизненные ситуации, при которых действительно можно либо всю сумму взять с инвест-доходом, либо какую-то часть. Это потеря кормильца, и это какая-то сложная болезнь, которая требует лечения, сложного, дорогостоящего лечения, и тогда действительно эти деньги вам уже можно будет взять частью или в полном объеме. А как выбрать вот непенсионный фонд? Ну, их же очень много. Их, на самом деле, не так проверить много. Или как-то убедиться, Да. как понять, какой из них надежно, какой из них, так скажем, ну, как вы сказали, выгодный, как выбрать выгодный, там, оставаться в социальном, либо уйти в НПФ куда-то прям. Негосударственный пенсионный фонд – это вообще участник финансового рынка, и за ним надзор производит Центральный банк-регулятор. Да, и это уже, наверное, должно быть залогом того, что рынок устойчивый, качественный, особенно за последние 5-10 лет это действительно рынок урегулировали, он стал более финансово устойчивым. И, в общем-то, это как раз та степень стабильности, когда можно доверять. У НПФ есть доход, то есть в среднем они обеспечивают доход на уровне, наверное, вклада. Ваши деньги как минимум будут защищены от инфляции. А сам НПФ всегда поднадзорен Центральному банку Российской Федерации. И поэтому ознакомиться с тем, какая у того или иного НПФ доходность, как они работают, какой у него рейтинг, можно на сайте Центрального банка Российской Федерации. В России сейчас действует более 30 НПФ, больше половины из них уже предлагают продукты ПДС, программы долгосрочных сбережений. И, в общем-то, условия тоже один от другого отличаются. Не сильно кардинально, но все-таки есть смысл сравнивать условия, прежде чем принимать решение. А в социальном фонде тоже есть ПДС? В социальном фонде ПДС нет. То это всегда не государственные. Да, единственные операторы, которые предлагают программу долгосрочных сбережений, это негосударственные пенсионные фонды. Все понятно. Здесь еще, я, наверное, вспомню еще один важный момент, что вот я говорила о том, что накопленные деньги инвестируются. И инвестируются они обязательно так, что доходность будет всегда либо
положительная либо нулевая. То есть отрицательную доходность, убыток, точно, так называемый, НПФ должен будет нивелировать и обеспечивать вам своего бюджета. Из своего бюджета. То есть будет такая ситуация, что, ребят, мы инвестировали неудачно, мы вам ничего не должны. Поэтому, друзья, стоит задуматься о своем будущем уже прямо сейчас, в настоящем, потому что только буквально вчера мне было 18, а сегодня с утра проснулся лысый, толстый и 34. Ну, хватит. Тимур Шармазаде, Юлия Санбердина, наши гости, которые сегодня рассказала нам про программу долгосрочных сбережений. Гульнас Абузарова была у нас в гостях, директор Департамента финансовой грамотности Финцентра Республики Башкортостан.